связи с льготами для субъектов МСБ, с государством предприняты конкретные меры по поддержке МСБ, мы порядка 47 миллиардов прогнозно можем недополучить к концу этого года. Об этом мы в январе точно можем сказать конкретные цифры. Ну и примерно свыше 10 миллиардов также это по КПН, которые должны быть выплачены в начале года, они тоже могут недопоступить. В связи с этим, согласно поручению главы государства, мы оптимизировали бюджет в течение всего года порядка 43 миллиардов тенге. И направили в первую очередь на борьбу с COVID-19, на развитие системы здравоохранения. Это приобретение медикаментов, медпрепаратов, медоборудования, развитие системы образования в связи с тем, что образование перешло в большей части на дистанционный формат обучения, приобретение ноутбуков, приобретение роутеров, особенно для малообеспеченных семей, для детей. Далее усилили социальную помощь, поддержку реального сектора экономики, направили на развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, пополнение стабфонда, ну и так далее. В целом социально-экономические показатели столицы показывают положительный результат. Несмотря на пандемию, благодаря принятым государством мерам, мы прогнозируем инвестиции в основной капитал поступления по итогам года более 1 триллиона тенге. Для сравнения скажу, что по итогам 2019 года было это чуть больше 900 миллиардов тенге. Валовый региональный продукт также прогнозируется в положительном направлении завершения года. Выпуск промышленной продукции в 890 миллиардов тенге. Также больше, чем в прошлом году за это время. И количество действующих субъектов, благодаря принятым государственным мерам, несмотря на те сложности, которые были в этом году у субъектов бизнеса, мы сейчас наблюдаем рост на 6%. То есть 142 тысячи субъектов МСБ по сравнению с 134 тысячами в прошлом году. И объем выпущенной продукции также на данном этапе показывает рост. Ввод жилья по итогам 11 месяцев мы сейчас на 57% больше ввели, чем в прошлом году. Если абсолютными цифрами говорить, в это время в прошлом году, если мы 1 миллион 400 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию, то по итогам 11 месяцев 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров жилья. Это в целом и коммерческое, и государственное доступное жилье все вместе взятые.